Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 10 марта 2020 года. Посмотрим, что ждет нас сегодня. Итак, карта дня. Король червовый. Добавим дополнительно для отношений, для работы и для финансов. Итак, день сегодня обещает быть очень комфортным. Будут решаться легко вопросы с помощью других людей. Если, допустим, нужен совет, если нужна помощь материальная, финансовая, любая, вот нужно обращаться к людям, которые могут помочь. Кроме того, очень хороший день для любых сделок с недвижимостью. Покупка, продажа, поиск жилья, оформление ипотеки, вот это все тоже день замечательный. И также хороший день для аренды, да, то есть если арендуете землю, арендуете гараж, дачу, дом, квартиру, все что угодно, тоже очень хороший день. Кроме того, карта говорит о том, что хороший день для того, чтобы заниматься безопасностью, допустим, установить сигнализацию, или, может быть, подумать, как лучше защитить свою банковскую карту, или еще что-то в этом роде, да. В общем, посмотрим, что ждет в этот день в отношениях. У нас дополнительная карта Валет Пиковый. Карта говорит о том, что в отношениях нужно быть максимально заботливым, максимально быть искренним, ни в коем случае ничего не скрывать. Также карта говорит о том, что, может быть, в отношения как-то будут вмешиваться темы детей, да, то есть больше будете думать не о себе, не о вас, как о паре, да, а о детях. Скорее всего, какие-то будут с ними вопросы. Если у вас есть дети, если нет, то это просто отношения, которые должны быть очень искренними, честными. Отношения, когда мы позволяем себе пошалить, поиграть друг с другом как-то, да, то есть вот что-то такое должно привноситься в отношения для того, чтобы они были комфортные, для того, чтобы не было каких-то побочных эффектов вроде ссор и непонимания, да, больше легкости, никаких масок, все говорить открыто и прямым текстом. То есть ни в коем случае не умалчивать какую-то информацию. Для работы дополнительная карта туз бубновый. Карта говорит о том, что очень удачно будет работа на дому. Очень удачные будут сделки, связанные с недвижимостью, если вы работаете с недвижимостью. И если вы ищете работу, то вот можно найти либо удаленную, либо рядом с домом, либо, в общем, близко к дому. Да? То есть очень успешно будет решаться вопрос по поиску, вернее, по устройству на работу. Если у вас какие-то вопросы, связанные с окончанием проекта, получением каких-то важных документов, или, может быть, получение диплома, тоже вот очень удачный день. И денежные тоже прибыли, то есть от того, что мы сделали, мы можем получить уже сразу же сегодня какие-то деньги, причем довольно-таки хорошие. Могут быть, кстати, вознаграждения в качестве премии, то есть дополнительно к тому, что мы заработали. Для финансов выпадает король бубновый. Карта говорит о том, что, скорее всего, будут приходить очень хорошие суммы денег, особенно если вы планируете потратить их на недвижимость. Будут очень удачные коммерческие сделки. Вообще вот эта карта денежная, да, то есть эта карта говорит о том, что деньги идут в рост. И все, что вы делаете сегодня с деньгами, обязательно в будущем принесет вам удачу, успех. Так, в чем удача сегодняшнего дня? Вот две карты у нас выпало, и обе трефовые. Туз трефовый и восьмерка трефовая. Удача сегодняшнего дня в том, чтобы мы удачно, успешно решали вопросы, связанные с чиновниками, государственными учреждениями, людьми, которые имеют
власть нам отказать, либо наоборот дать одобрение. То есть нужно обязательно выстраивать с ними отношения таким образом, чтобы можно было в дальнейшем снова к ним обращаться. То есть можно заключить какой-то договор надолго, либо можно как-то быть полезными этому человеку, да, может быть, подарок какой-то им преподнести для того, чтобы вот отношения были долгие, прочные, и можно было снова обращаться. Если говорить не о работе, не о деньгах, говорить об отношениях, то здесь карта говорит о том, что, может быть, не стоит пока что связывать себя узами, допустим, брака, да, делать предложение. Может быть, что-то вы еще не решили, не обговорили. Может быть, нужно какие-то важные вопросы по вашему совместному проживанию решить. То есть, может быть, какие-то цели поставить, да, то есть понять, как вы вместе будете жить. Тогда уже вы будете решать, стоит вам вместе быть или нет. В чем проблема дня? Ну, проблема дня в информации не очень благоприятной, которая вас, скорее всего, огорчит. Может быть, будут какие-то сплетни, может быть, будут какие-то разговоры за спиной, может быть, кто-то будет вмешиваться с какой-то ложной информацией, да, то есть обманывать как-то будут. То есть вот здесь вот могут быть такие проблемы. Ну и, конечно же, ошибки в документах, может быть сознательные, может быть случайные, все нужно проверять. Как изменить эту проблему? Но здесь вот карта говорит о том, что либо специалистов нужно приглашать, либо очень хорошо все проверять. И совет дня. Карта говорит о том, что не нужно ни о чем беспокоиться. Нужно быть стабильными, нужно быть спокойными, держать себя с достоинством и ни в коем случае не сомневаться в том, что для вас важно. Если даже какие-то будут сложности, проблемы вот в течение дня, они очень быстро разрешатся. Самое главное, вам не терять вот эту точку опоры внутри себя. И кроме того, карта говорит о том, что все вопросы, связанные с безопасностью, с стабильностью в плане финансов, в плане недвижимости, да, недвижимость, она тоже придает нам стабильность. Вот эти все вопросы, они будут очень удачно решаться. И поэтому, если вот вы сегодня планировали что-то важное, совет осуществлять это все, да, то есть нужно обязательно прикладывать усилия, нужно обязательно показывать жизни, показывать судьбе, что вам это нужно, что вам это важно. И день хороший для того, чтобы как раз получать то необходимое, то нужное, что мы считаем вот важным для себя. Друзья, желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.